Нормально, нормально. Добрый день, друзья! Я с большим удовольствием приветствую всех любителей футбола. Фонбет, женская лига, сезон 2026 года продолжается. У нас 8-й тур в самом разгаре. На сегодняшний день вынесено 2 игры, и одна из них прямо сейчас состоится на наших с вами глазах. Мы на стадионе имени Александра Прокопенко в городе Бобруйск, где вот-вот начнется областное дерби. Бобруйская Белшина принимает Могилевский Днепр. Интересная пара. В этом туре у нас так сложилось, что практически во всех противостояниях есть и фаворит, и аутсайдер. И вот на фоне всего противостояния Белшины и Днепра выглядит, наверное, ну если не центральным матчем тура, то как минимум очень интересной встречи. Меня зовут Вадим Ситов, я буду с большим удовольствием помогать вам следить за этим матчем. Трансляция, как всегда, на YouTube-канале «Женский футбол Беларуси», на который, если вы еще не подписаны, то обязательно это сделайте, чтобы не пропускать игры своих любимых команд и поддерживать девушек во время трансляции. Днепр в синей форме, Белшина в белом комплекте. Ну и давайте потихонечку к составам команд переходить. С хозяек поля начинаем. Александра Приходько в воротах, номер 81. Полевые футболистки: Софья Клюкина, 2. Евгения Козловская, номер 3. Татьяна Логинова, 5. Валерия Кунцевич, номер 9. Елена Серова, 11 номер. Татьяна Кенда, номер 14. Наталья Аникина, 19. Алина Королева, номер 25. Капитан команды Валентина Нижегородова под 27 номером. Вероника Самонова, номер 79. Главный тренер бобруйской команды Дмитрий Мигас. Днепр-Могилев, Влада Головатенко в воротах, номер 12, 4 номер Валерия Ерецкая, Полина Гирчиц, 8 номер Валерия Барбаренко, 9, Дарья Манюкова, капитан команды под 13 номером, Ксения Кулешова, 20, Марина Киселева, номер 22,
Блейзинг Касарачи Окпе номер 24, Мэри Шола Адереми 30, Ксения Кубичная номер 89 и Яна Домин номер 99. Михаил Соболев, главный тренер могилевской команды. Все, стартовала у нас игра. Днепр развел из центрального круга мяч. Судейскую бригаду также давайте представим. Игорь Абрамов из Минска, главный арбитр в поле. Ему помогают на линиях Даниил Хацкевич из города Борисов и Даниил Соболевский из города Минск. Четвертый судья Антон Марус из Могилева и инспектор матча Михаил Сокарев, город Гомель. Ну что ж, друзья, стартовала у нас игра. Пока хозяйки поля мяч забрали под свой контроль. Первая попытка провести позиционную атаку неудачная. Днепр мяч перехватывает и пытается уже свое наступление организовать. Что касается составов, отмечаем, что могилевчанки сегодня без лучшего бомбардира чемпионата выступают. Дарья Стешко, главный голеадор в нынешнем сезоне, на сегодняшний день получила на тренировке повреждения и на эту встречу не заявлено. И посмотрим, как Днепр будет действовать без своего лучшего бомбардира. Вот такой заброс совсем неудачный от Полины Гирчис. Там заканчивается поле и не успевает футболистка Днепра, это была Валерия Ерецкая, к этому мячу. С разными сериями команды подошли к этому очному противостоянию. Белшина в последних 3 турах играла против лидеров чемпионата. В 7-м туре проиграла Динамо БГУ ФК со счетом 3-0. В 6-м уступила Новополоцкому Нафтану минимально со счетом 0-1. Нафтан продолжает приятно радовать своих болельщиков. Команда по-прежнему держится в самом верху турнирной таблицы. Ну и до этого еще в 5-м туре Белшина уступила разгромно Минску со счетом 9-1, лидеру чемпионата и, наверное, главному претенденту на золотые медали в этом сезоне. И таким образом у Белшины в 7 проведенных матчах 2 победы, 5 поражений, но об этом чуть позже. Бобруйчанки идут в атаку, мяч на левом фланге, Алина Королева сюда его затащила, но в перехвате здорово Днепр действует. И уже Полина Гирчиц неудачный пас отдает. Здорово Евгения Козловская здесь все просчитала, но Гирчиц сама же вступает в отбор, однако до мяча не добирается. Высокие скорости на первых минутах этого матча, пока без опасных моментов, но движение футболисток обнадеживает. Валерия Барбаренко уже набирает скорость слева, пасует в центр. Ерецкая в одно касание, неплохо было разыграно, но последний пас получился неточным. Так вот, у Белшины 10 место, 6 очков, 2 победы, 5 поражений. Что касается могилевского Днепра, то здесь наоборот, великолепная серия. После неудачного старта из 2 поражений далее могилевчанки вышли на победную тропу. В последних 5 матчах 4 виктории. Обыгран Гомель со счетом 11-1, Сморгонь со счетом 4-0, ДЮСШ ПолесГУ, а также с разгромным счетом 11-0. Ну и в прошлом туре был переигран в гостях Новополоцкий Нафтан. А это не каждому удается сделать в нынешнем сезоне. Со счетом 4-1 могилевчанки оказались там сильнее. Ну а Белшина своих 2 победы одержала над Сморгонью и ДЮСШ ПолесГУ со счетом 11-1 и 1-0 соответственно. Но вот по этим результатам можно сделать вывод о том, что свои очки команды все-таки набирают в тех матчах, где они должны или просто обязаны 3 турнирных балла добавлять в копилку. Они это делают. И таким образом у нас к этой минуте уже такие группки начинают образовываться в турнирной таблице. Днепр наверняка будет бороться за медали по итогам всего чемпионата. Ну а Белшина составит компанию Гомелю, ДЮСШ ПолесГУ, Сморгони и, наверное, АБФФ в борьбе за серединку турнирной таблицы, за 8 место, наверное, максимум. Но сезон длинный, еще только первый круг идет. Посмотрим, возможно, что-то поменяется по ходу турнирной дистанции. Но пока картина вырисовывается именно такая. Киселева ведет борьбу с 2 соперницами. Белшина мяч перехватывает. Козловская попыталась забросить вперед. Увидела там забегание 11 номера. Елена Серова. Не дошла эта передача до нее. А здесь уже Вероника Самонова через капитана Валентину Нижегородову отыгрывается. Дальше атака перемещается на правый фланг. Вновь Нижегородова в одно касание заброс.
Ксения Кубичная здесь вроде бы как первая была на мяче, но он так предательски перед ней скакал, что подстроиться под него было совсем неудобно. Ну и в итоге до удара эту атаку хозяйки поля не довели. А Валентина Нижегородова очень тепло пообщалась с тренерским штабом Днепра перед этим матчем. Довольно серьезный отрезок карьеры Валентина провела именно в Могилеве. И, естественно, остались у нее хорошие взаимоотношения с бывшими партнерами по команде и с тренерами. А здесь, внимание, Яна Домин, выход практически 1 на 1, и удар по воротам. Первый опасный момент Днепр создает, но как-то уж прямо по позиции Яна Домин пробила, по позиции голкипера в этой ситуации пробила, и перспективная атака ничем не увенчалась. Но все равно отмечаем первый действительно супер момент в этом матче создает могилевская команда на 6-й минуте встречи. Раннее начало матча, в 13:00 встреча стартовала, и довольно жарко, стоит сказать, в Бобруйске. Я думаю, как и на всей территории нашей страны, в районе 28-29 градусов тепла, безветренно, ну и, наверное, не самые комфортные условия для игры в футбол. Однако будем надеяться, что девушкам это не помешает порадовать нас зрелищной игрой. Здесь обрезка может случиться, Самонова до мяча добирается, входит в штрафную площадь, 79-й номер Белшина, но дальше Ксения Кубичная страхует партнеров по команде и не позволяет Веронике прорваться на ударную позицию. Перехват еще один, Евгения Козловская. Обратите внимание, как Белшина высоко встречает соперника. Да, Днепр здесь, наверное, в этой паре является также фаворитом, но на первых минутах Белшина очень смело действует и чувствуется все-таки, что это областное дерби. Даже в женском футболе матч считается принципиальным между Белшиной и Днепром. Ну и очень активно главные тренеры себя ведут. И Дмитрий Мигас, и Михаил Соболев уже вышли на краешек технической зоны. Подсказывают своим футболисткам, как необходимо действовать в той или иной ситуации. Далеко выбивает мяч Александра Приходько от своих ворот, но тут же он к ней возвращается. Ирецкая пытается прессинговать голкипера. И в итоге давление Могилева приносит успех этой команде. Домин неточный пас отдает. Белшина пытается разогнать контратаку. Еще одну по левому флангу. Королева Алина технично действовала, но тут перехват Адереми, вот такой заброс. Но вот сказал я о том, что Дарьи Стешко нет сегодня в заявке Днепра, зато есть Блезинка Касарачи Окпе. Она вслед за Дарьей Стешко делит вторую строчку в таблице лучших бомбардиров чемпионата. И наверняка сегодня главные надежды в нападении будут именно на эту нигерийку. Адереми. Пас налево. Барбаренко. Ой, какая неаккуратная передача, но здесь здорово сориентировалась Дарья Манюкова. Капитан команды не позволила очередной обрезки случиться. Гирчиц внешней стороной стопы. Красивый пас направо, но заканчивается поле. Яна Домин не успевает к этой передаче. Не так много зрителей на этом матче, как хотелось бы, но здесь, наверное, и погода внесла свои коррективы. Все-таки, повторюсь, очень жарко, душно, и многие любители женского футбола наверняка решили посмотреть игру на YouTube-канале «Женский футбол Беларуси» в более комфортных условиях, скажем так. По правому флангу не проходит атака Днепра. На встречных курсах команды действуют, пытаются отвечать друг другу атакой на атаку. Но вот пока многовато брака в передачах, мне кажется, в частности у Белшины. Это бросается в глаза, и от этого вроде бы перспективные выходы вперед ничем не завершаются. Долго-долго Мария Киселева ищет варианты, кому бросить мяч из боковой. Находит Валерию Ерецкую, но мяч тут же уже к Белшине переходит. Заброс на левую половину поля. Манюкова через голкипера действует.
Влада Головатенко сегодня, отмечаем, играет в старте. Алиса Мацкевич на скамейке запасных. Окпе получает по голеностопу футболистка Днепра. Ну и не ушло это от внимания Игоря Абрамова. Штрафной удар. Пока фолов совсем немного. Если я ничего не упустил, это, наверное, было первое нарушение в матче на исходе 10-й минуты. Барбаренко через центр пытается Днепр на этот раз прорваться. Перевод игры уже на правый фланг. Здесь Мария Киселева получает передачу. Яна Домин. Нет, не сумела подстроиться под этот мяч. И будет только аут в пользу Днепра. Домин. Ярецкая. Упускает мяч за боковую Валерия. Из Гомеля она перешла в этом межсезонье в состав Днепра. Классный сезон в прошлом чемпионате провела. Ну и заслужила попробовать свои силы в более амбициозном клубе. Адереми технично убирает мяч под себя. Пасует налево. Валерия Барбаренко. У нее ударная левая нога, но здесь не самая удобная позиция для того, чтобы атаковать. Нижегородова. Заброс вперед. Здесь опять посмотрите, как Королева вцепляется в этот мяч и пробивает. Попытка в ближний угол атаковать от 25-го номера Белшины. Но вот и первый удар Бобруйска мы увидели, простите, в этом матче. Это 25-й номер Алина Королева. Сама же мяч перехватила, прорвалась через левый полуфланг и пробила. Не так опасно, как это было в ситуации с ударом Яны Домин, но тем не менее по ударам 1-1. В нашем матче по счету пока по-прежнему 0-0. Хороший пас направо. Домин качает соперницу, уходит в правый фланг. Здорово на свободное пространство смещается, подает. И вот такой неприятный навес получается. Там вроде бы как Александра Приходько все контролировала, но попади мяч парашютиком в створ ворот, возможно, там роста вратарю и не хватило бы для того, чтобы достать этот мяч. Яна Домин, наверное, пока самая активная в составе могилевской команды. Регулярно через правый фланг Днепр пытается разгонять атаки, и здесь хозяйничает вот как раз 99-й номер Днепра. Серия верховых единоборств. Пока непонятно, кто же укротит мяч. Могилевчанки это делают, но делают с нарушением правил. А вот и второй фол. Там, кажется, в руку мяч попал футболистке Могилева, и будет штрафной удар. Александра Приходько его исполнит. Подсказывает Дмитрий Мигас девушкам из своей команды, что надо высоко подниматься, подальше уходить от своих ворот. Дальний заброс. Борьба на дальней от нас с вами бровки. И еще один фол. Ну, вот так вот стандартами Белшина уже на чужую половину поля игру перевела. Валентина Нижегородова теперь будет навешивать. Много футболисток в белой форме потянулись туда, в чужую штрафную площадь. Каждый стандарт, как мы знаем, это всегда шанс. Какой-то условный знак показывает Валентина своим партнерам по команде. Высокая подача, и до удара дело не дошло. Там выпрыгивала Татьяна Кенда. Многоопытная, попыталась атаковать в одно касание, но до мяча, повторюсь, не добралась. Еще один заброс. Снимается воздух капитаном Днепра. Дарья Манюкова. И выход 1 на 1. Внимание, Окпе. Момент опаснейший. Пустые ворота. Можно забивать. Удар и мяч вдоль линии ворот пролетает. Какой шанс сейчас не использовал Днепр. Вроде бы все правильно Блейзинг Косарачи Окпе сделала, но далее сместилась под слишком острый угол. Но все-таки Днепр забивает на 15-й минуте. Счет становится 1-0. У нас есть быстрый гол в этом матче, но должны были команды одну из своих атак завершить все-таки голом. И Белшина, и Днепр атаковали регулярно, много. И все это вылилось в
первый мяч в нашем матче. Ксения Кулешова отличается, если я правильно разглядел номер на спине этой девушки. Да, 20 номер. Помечаем на 15-й минуте. Ксения Кулешова выводит могилевчанок вперед. 1-0. Ну что ж, посмотрим, как Белшина будет отыгрываться. Наверняка сейчас будет чаще забрасывать вперед, пытаться нагнетать обстановку у ворот Влады Головатенко. Ну и у Днепра, естественно, появятся возможности ловить своих соперниц в быстрых отрывах. Хотя, мне кажется, Днепр и не отдаст инициативу на 100%. Не та эта команда, которая любит играть вторым номером. Днепр, наоборот, в противостоянии с равными соперницами, либо с представителями нижней половины турнирной таблицы, действует всегда с позиции силы. Возможно, и сейчас продолжит гнуть свою линию команда Михаила Соболева. Ирецкая. Там перехват, передача направо. И будет аут в пользу Белшины. И надо повторить попытку. Еще один сброс мяча из-за боковой. Ну и здесь зачем-то сыграла Окпа по этому мячу. Он уходил уже за пределы поля. И в итоге атака опасная от Бобруйска. И удар в дальний угол. Мяч так мог занырнуть по уходящей от голкипера траектории. Он летел, но все-таки прошел мимо створа. Атаковала Елена Серова. 11 номер. Барбаренко. Пас вперед. Кенда здесь вроде бы как мяч перехватила, но тут же Полина Гирчиц подключается к этой атаке. Дальше перевод игры направо. Пас в одно касание. Здесь Валентина Нижегородова на опережении здорово действует. Окпе. Барбаренко. Высокая подача. И головой попыталась Мария Киселева пробросить мяч себе же на ход, но выскочила вовремя из ворот Александра Приходько и прервала эту атаку. Королева. Передача в центр не проходит. Адереме все здесь просчитала. Пасует на Валерию Барбаренко. Не стала рисковать Валерия. Сыграла через Ксению Кубичную. Отошла на свою позицию. Получила ответный пас. И дальше перевод игры уже направо. Манюкова. Домин. Неплохо комбинируют могилевчанки. Яна Домин пошла в дриблинг на двух соперниц. И Валентина Нижегородова ее остановила. Увидела забегание Вероники Самоновой. Но здесь Манюкова опередит, конечно же, свою соперницу. Через голкипера капитан Днепра отыгрывается. Ксения Кубичная. Барбаренко. А вот сейчас решила разогнаться Валерия. Набирает скорость. И нет, мяч сохраняет Днепр под своим контролем. Хорошая передача. Выход практически 1-1 момент. И мяч в сетке. Ну что ж, 2-0 счет становится. И кажется, это Валерия Ерецкая. 4-й номер реализует практически чистый выход на рандеву с голкипером. Выскочила Валерия после классного паса. Ну и таким образом довольно быстро Днепр увеличивает свое преимущество в этом матче. Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Да, 4-й номер Валерия Ерецкая отличается. Вот сейчас повернулась она к нам спиной, и успел я разглядеть цифру на ее футболке. 2-0. На табло пока, на стадионе я имею в виду, счет не поменялся, но я думаю, совсем скоро это исправят. Заброс вновь в расчете на рывок Елены Серовой. 2 мяча на поле, 1 необходимо убрать. Быстренько девочка, которая подает мячи, это делает. Козловская. Манюкова.
Кубичная через голкипера. Дальше перевод игры налево. И довольно опасно Днепр выходит из обороны. Бобруйск перехватывает мяч. Кунцевич. Пас на правый фланг. Там Татьяну Логинову роняет на газон. И будет штрафной удар. Ну вот он шанс попытаться хотя бы один гол отыграть. Вновь Валентина Нижегородова будет исполнять это стандартное положение. Ровно 20 минут в нашем матче позади. 2-0 счет. Напомню, это 8-й тур Фонбет женской лиги. Дерби Могилевской области. Белшина против Днепра. Подача, верховая борьба. До удара дело не дошло в этой атаке. И Днепр пытается контрвыпад организовать, но там звучит свисток. Нарушение правил. И первая замена в нашем матче. Вот так вот. Татьяна Нестюкович выходит на поле вместо Яны Домин. Я подозреваю, что повреждение Яна получила, потому что очень здорово она смотрелась. И, наверное, по другой причине Михаил Соболев не стал бы ее менять. Наверняка какие-то болевые ощущения сейчас испытывает 99-й номер Днепра. И сразу же отправляется в раздевалку. Яна. Хотя, вы знаете, так довольно рассерженно она покидала пределы поля. Возможно, здесь просто по решению тренера вот эта замена состоялась. Ну что ж, отмечаем уже в первом тайме. Одно изменение Михаил Соболев в состав своей команды внес. Перехват. Самонова набирает скорость. Увидела забегание Королевой. И здесь давление вновь на голкипера. Влада Головатенко спокойно из-под этого прессинга пасует мяч направо. Гирчиц как красиво развернулась. А вновь Полина. Нестюкович впервые встречается с мячом после выхода на замену и зарабатывает аут для своей команды. Рассказал я уже о бомбардирах всего чемпионата, о лучших бомбардирах. Если говорить о клубных голеадорах, то здесь Дарья Стешко, естественно, и ОКП лидирует в составе Днепра. 11 у Стешко, 7 у ОКП, но об этом чуть позже. Хотя нет, можно продолжить свою мысль, потому что там ничего опасного не будет. Ну, у нас, я так понимаю, сейчас, как и на чемпионате мира, будет небольшая пауза. На чемпионате мира я это называю коммерческой паузой, для того, чтобы рекламодатели сумели запустить рекламу своей продукции. Ну а у нас просто для того, чтобы девушки сумели немножко перевести дыхание, попить водички, восстановить водно-солевой баланс в организме. Ну а я давайте вам пока небольшая пауза расскажу о программе тура. Вчера он стартовал, 4 матча состоялось. Ну и, как я уже говорил в самом начале трансляции, в каждом здесь из 4 противостояний была зафиксирована разгромная победа. Нафтан обыграл на выезде команду АБФФ со счетом 5-0. У Нафтана таким образом сейчас уже 18 очков. Команда на 3-й строчке находится. Динамо Брест разгромила Сморгонь со счетом 7-0. Брещанки на 2-м месте. 21 турнирный балл, 7 побед, 1 поражение. Лидер чемпионата, футбольный клуб Минска, никаких проблем не испытал в противостоянии с Гомелем. 8-0, очередная крупная победа горожанок. И они с учетом результатов Динамо БГУ-ФК, наверное, главные претендентки на золото в этом сезоне. Ну и СКА-1938 также вчера свой матч эта команда провела. Противостояние с Дю США по ЛСГУ завершилось победой минского коллектива со счетом 3-0. Еще один матч в этом туре состоится сегодня в 17:00. Динамо БГУ ФК принимает футбольный клуб Витебск. И вот, кстати, вот эта встреча может стать центральной в 8-м туре, потому что с учетом того, что Динамо БГУ ФК уже не раз очки теряла в этом сезоне, команда не такая грозная, как это было на протяжении предыдущих лет, Витебск вполне при определенной доле везения может зацепиться там за ничейку. Хотя бы посмотрим интересное противостояние. Еще раз повторюсь, 17:00 Динамо БГУ ФК против футбольного клуба Витебск. Ну а у нас завершилась пауза. Игра продолжается. Не проходит атака Бобруйска по левому флангу.
Здесь перехват Киселева, опасно право. Нестюкович. Подача, но совсем неудачная. Так ковырнула газон Татьяна в этой ситуации. И в итоге мяч срезался с ноги, после чего полетел далеко от створа ворот. В случае победы Днепр может поправить, естественно, свое турнирное положение. В онлайн-таблице прямо сейчас могилевчанки 16 очков набирают, обходят Динамо БГУ-ФК, поднимается на 4-ю строчку, но у Динамо, как я уже говорил, еще матч в запасе имеется. А в случае поражения Днепр ниже 5-го места не опустится точно, но может подпустить к себе Витебск. У Витебска сейчас 10, у Днепра 13. Удар с дальней дистанции. Блокируется эта попытка и будет угловой. Белшина в случае сегодняшнего успеха может обойти Гомель и АБФФ. Но с учетом того, как у нас разворачиваются события в этом поединке, вероятность этого пока совсем небольшая. А в случае поражения бобручанки также 10-ю строчку не покинут, ниже не опустятся, потому что на 11 месте Дюс Шапалес ГУ, на 12-м Сморгони, у пинчанок 3 очка, у Сморгони 0. Это пока единственная команда без очков в турнирной таблице, а у Белшины 6. Подача в центр вратарской, кулаками играет Александра Приходько и переводит мяч вновь за линию ворот. Будет угловой теперь уже с правого фланга, и здесь левша Валерия Барбаренко отправляется исполнять это стандартное положение. Будет наверняка закручивать в сторону ворот. Ну а мы так потихонечку преодолели экватор первого тайма. 27-я минута. 2-0 счет по-прежнему. Смотрим. Барбаренко. Закручивает, да, в створ ворот практически. Вновь приходится кулаками голкиперу играть. И второй раз выбивает вратарь мяч подальше от ворот. И тут уже Татьяна Логинова разряжает обстановку и выбивает мяч за пределы игровой площадки. Окпе из боковой вбросила мяч, получила ответную передачу. Ерика входит в штрафную, режет угол, пасует в центр и удар. В ближний угол мяч направлялся, но мимо створа пролетел. Ерецкая вновь атаковала, уже она забила один мяч в этом матче. Сейчас заходила на дубль, но точности удару не хватило. Ну и кажется, после второго мяча могилевчанок немножко упали у нас скорости. Днепр вроде бы как успокоился. Уже не так активно действует, как на стартовых минутах. Ну а Белшина пока не может ничего действительно опасного придумать у чужих ворот. Хотя регулярно в перспективные выходы убегает. И сейчас, возможно, что-то получится. Нет. Не успевает там Елена Серова никак оказать давление на соперницу. Аут для Днепра. Киселева из-за боковой. Манюкова. Головатенко. Перевод налево. Кубичная. Барбаренко открывается слева, получает передачу на фланге. Валерия вот такой заброс придумала. Ерецкая там уже, казалось, рукой сейчас мяч остановит. Но плюс ко всему положение вне игры зафиксировано. Забралась за линию офсайда Валерия Ерецкая. И Александра Приходько будет возобновлять встречу ударом с линии штрафной площади. Неплохой, кстати, заброс. Мяч очень сильно полетел вперед и довольно далеко был направлен. Но зацепиться пока никак не получается за вот эти дальние передачи футболисткам атакующей линии Белшины. Адереми, классная передача направо. И опять офсайд, да, в динамике даже было видно, что Татьяна Нестюкович чуть-чуть ближе к воротам находилась, чем защитница Белшины. Софья Клюкина через голкипера разыграла этот штрафной.
Адереми. Обрезка. Логинова не сумела мяч как следует обработать. Неудачно он к ней попал. И Валерия Барбаренко зато надежно действует. Просто ударила в соперницу и заработала аут. Хороший перехват. Дарья Манюкова все великолепно просчитала. Но вот дальше первый пас неудачным получается. Зато вновь из-за боковой будут могилевчанки возобновлять встречу. Кулешова. Вот такой интересный пас на голкипера. И посмотрите. Хладнокровно действует Влада Головатенко в непростой ситуации. Едва не накрыла ее там футболистка Белшины. Показывает Игорь Абрамов Валерий Барбаренко, что надо отойти подальше для ввода мяча в игру. Окпе, Барбаренко, Нижегородова. Какой-то хаос последние 2 минуты на футбольном поле. Мяч переходит то к одной команде, то к другой. Никто не может пока захватить инициативу. Окпе, ну, наконец, укращает мяч и пускает его на газон. Играет через кубичную. Справа открывается зона. Сюда Киселева забегает и дожидается все-таки передачу. Красиво на замахе убирает Евгению Козловскую. Пасует в центр. Ирецкая, Гирчиц. Здорово. Сейчас прошли 2/3 поля могилевчанки, но дальше мяч выбивается за боковую Киселева. Адереми прерывает проход 11 номера. Елена Серова там упала, но все без фола в данной ситуации произошло. Да и не требует никакого штрафного 11 номер Белшины. Кубичная отдает на Барбаренко. Валерия забрасывает на правый фланг. Не проходит диагональ. Манюкова, Кубичная, Адереми, вновь Манюкова. Такой квадрат на троих расписали сейчас футболистки Могилевского Днепра. И в итоге подключили в игру Владу Головатенко. Ярецкая. Кулешова. Хороший пас. Окпе. Пока не так заметно, как в предыдущих матчах эта футболистка. Вот сейчас здорово прорвалась по левому флангу. Прострелила в центр. Удар от Киселевой. На добивание никто не успевает сыграть. И вновь Мария получает мяч. Кубичная. Барбаренко технично одним касанием этот пас останавливает. И навешивает все-таки, да, или это был удар, непонятно. Но в любом случае эпизод заигран, потому что положение вне игры. Кулешова против Нижегородовой. Жесткое столкновение, но вновь судейский свисток молчит. Игровой эпизод. Днепр мяч перехватывает. И Нестюкович, мне кажется, пока не совсем удачно вошла в эту игру после выхода на замену. Уже 2 раза в офсайд попала, но и пока передачи до нее редко доходят, хотя открывается она регулярно на своей бровке. И вот в 3-й раз перехват, мяч до 17 номера Днепра все-таки дошел, но через рикошет от соперницы. Ну что, Белшина попытается сейчас контратаку организовать. Нет, Полина Гирчиц против такого развития событий. Здорово все контролирует, перекрывает траекторию движения. И вновь Могилев забирает себе контроль над мячом. Кубичная. Нет вариантов, все плотно перекрыто на половине поля Белшины. Приходится через ближнего играть Ксении.
Пытаются гости растянуть вот эту линию прессинга, но пока не получается это сделать. Бобручанки всем составом обороняются. Полина Гирчиц, Адереми, Кулешова. Но вот сейчас есть продвижение. Однако тут же заставляют 20-го номера Днепра перевести игру назад. Головатенко, Манюкова. Посмотрела вперед, увидела забегание Татьяны Нестюкович, но попала точно в голову соперницы вот этой передачей. Однако мяч остается под контролем Днепра. Гирчиц сохранила мяч в поле. Полина Нестюкович. Классная передача. И можно попытаться пробить. Нет, пас в центр. Великолепно все сделано. Окпе на замахе убирает соперницу и забивает третий мяч в нашем матче. Счет становится 3-0 на 36-й минуте. Блейзинг Касарачи Окпе свой 8-й гол в сезоне оформляет и доводит счет до разгромного. Ну что ж, такая затяжная, очень массированная атака Днепра завершается взятием ворот. Наверное, минуты 2, а то и 3 могилевчанки мяч контролировали, долго перепасовывались и в итоге довели его до штрафной площади, после чего уже исполнительское мастерство Блейзинг Касарачи Окпе сыграло свою ключевую роль в этой ситуации. Большинство футболисток, наверное, пробило бы в одно касание после передачи от Нестюкович, но нигерийка решила сыграть на дриблинге, выполнила это эффектно и, самое главное, эффективно. 3-0. Ну и потихонечку интрига в этом матче. Основная интрига у нас начинает угасать. К сожалению, вопрос о победителе вроде бы как уже отпадает, хотя это женский футбол, здесь всякое случается. Козловская из-за боковой. Самонова отпасовала на угол вратарской площади, но там никто не понял этот замысел Вероники. И в итоге только соперницы откликнулись на эту передачу. Барбаренко разгоняет атаку через левый фланг. Находит Окпе. Но слишком широкая стеночка не прошла. И уже Ксения Кубичная на вратаря пасует. Головатенко. Киселева. Нестюкович получает по ногам. Довольно жесткий фол. Софья Клюкина там по голеностопу знатно прошлась соперница. Но извиняется Софья. Не хотела она, естественно, никакую травму там нанести Татьяне. И штрафной удар в пользу могилевчанок. Манюкова. Великолепный заброс на свободную зону. Здесь Валерия Барбаренко в нее врывается, смещается влево, находит Окпе. На коротке девушки отыгрались. Окпе к дальней бровке вытеснили африканку. Адереми. Гирчиц. Пяткой. Красиво. Уже начинают немножечко пижонить футболистки Днепра. Но счет позволяет играть в свое удовольствие. И в таких ситуациях действовать нестандартно. Адереми. Барбаренко. Вот такой вот, скорее всего, удар. Опять что-то непонятное Валерия придумала. Полуудар, полунавес. Мяч очень сильно полетел в штрафную площадь, но не в створ ворота, не на партнера по команде, а просто за лицевую линию. Гирчиц. Ерецкая. Ставит корпус и сохраняет мяч. Полина Гирчиц. Вновь навес. Нестюкович. Классная какая передача. Обработка техничная. Здорово приняла мяч на грудь Татьяна Нестюкович. А вот вторым касанием не сумела перенаправить его в сторону ворот. Ну и отмечаем, какая же великолепная передача получилась у Полины Гирчиц. Мяч точно в партнера по команде прилетел. Ну и теперь уже Александра Приходько
возобновляет встречу ударом от ворот. Белшина по-прежнему только один удар сумела нанести по воротам Днепра. Вот этот прорыв 25-го номера Алина Королева сама мяч перехватила. Через левый полуфланг вошла в штрафную, пробила метров в 2 от створа ворот мяч пролетел, и на этом все. И резкая скидка головой. Если не было офсайда, то может обострить сейчас ситуацию Татьяна Нестюкович. Попыталась в центр сместиться. Судейский свисток молчит, значит, положение вне игры не зафиксировали представители судейской бригады. Ну а здесь не успевает мяч догнать капитан Днепра Дарья Манюкова. Оставила на свою зону, и попытка быстренько этим воспользоваться также не самая удачная. Ну и вижу я, что некоторые футболистки Могилева уже отправляются в раздевалку. Приближается перерыв, 41-я минута, последняя пятиминутка стартового тайма началась. Давайте, наверное, быстренько по запасным пробежимся. Здесь у Белшины совсем мало девушек в резерве. Голкипер Софья Метельская, полевые футболистки Наталья Качан, Яна Дашковская и Ксения Похлёстова. Всего 4 игрока есть в распоряжении Дмитрия Мигаса на усиление. Ну а если отбросить голкипера, то только 3. У Днепра здесь более внушительная заявка, естественно. Алиса Мацкевич, голкипер, полевые футболистки Дарья Иванчик, Виктория Борлюгова, Марина Пушкарь, Алина Конева, Зарина Капустина, Анна Бысик и Полина Курильчик. Ну а Татьяна Нестюкович, напомню, уже вышла по ходу первого тайма на замену, поменяв Яну Домин. Барбаренко. Еще один заброс во вратарскую площадь. Мяч летел. Там Александра Приходько все контролирует и спокойно фиксирует мяч в руках. Наверное, одну, максимум 2 минутки добавит к первому тайму Игорь Абрамов. Была все-таки пауза на... Не самое такое приятное слово, но уж как есть, на водопой. Была пауза. Заняла она где-то 1 минуту. Ну и плюс 3 гола. Наверное, еще вот из-за этого 60 секунд добросить может арбитр. Но я не думаю, что больше 2 минуток будет переиграно сверх 45 основных. Кубичная. Тащит мяч Ксения. Никто ее не встречает. Кулешова. Есть возможность для удара. Ну и как-то уж совсем пассивно бобручанки действуют. Ни Ксению Кубичную, ни Ксению Кулешову не стали встречать. И позволили беспрепятственно пробить. 20-му номеру Днепра заработан угловой. С правого фланга будет сейчас подача. 43-я минута завершается первого тайма. Валерия Барбаренко опять не спеша отправляется к угловому флажку. Обратите внимание, как любопытно могилевчанки выстроились на линии ворот Белшины. Подача мешают голкиперу, но добирается она все-таки до мяча, кулаками действует. И уже на отбой футболистки в белой форме играют. Мяч покидает пределы поля. Барбаренко возвращается на свою позицию. Будет аут в пользу Могилева. Манюкова. Мягенький заброс вперед. Здесь серия единоборств. В окружении 3 соперниц Евгения Козловская оказалась. И в итоге очередной аут для Днепра. Этот матч, мне кажется, по количеству аутов может рекорд поставить в нынешнем сезоне. Ну, буквально каждые 15-20 секунд приходится девушкам возобновлять встречу вброса мяча из-за боковой. Руками играют чуть ли не чаще, чем ногами в первом тайме. И те, и другие. Киселева. Подача в центр. ОКП на дальнем углу вратарской пробивает очень опасно. Мяч пролетает буквально в полуметре от дальней штанги.
Ну и могли сейчас четвертый гол могилевчанки забивать еще до перерыва. Однако простил откровенно Блейзинг Косарачи Окпе в этой ситуации своих соперниц. Ну и видим мы, что четвертый арбитр Антон Марус уже готов нам показать, сколько же минут будет добавлено к первому тайму. Кулешова, Окпе, Барбаренко. Высокую свечу Валерия зажигает над газоном. Всего 1 минута. Компенсировано как раз вот за счет той паузы в середине тайма. Вот эти 60 дополнительных секунд и набежали. Гирчиц. Открывается Нестюкович, но вновь за линию офсайда Татьяна забирается. Увидела это Полина Гирчиц, не стала пасовать. Отыграла направо. Киселева. Прострел низом. И мяч за пределы поля вновь выносится. Очередной аут. Очень жаль, что по женской лиге у нас не ведется статистика аутов. Я бы с интересом посмотрел в итоговый протокол. Клюкина. Вбрасывает мяч вновь из-за боковой. Самонова. Скидка головой вперед. Кубичная. Манюкова. Красиво перебрасывает мяч через Веронику Самонову. И на этом, друзья, звучит свисток на перерыв. Ну что ж, у нас счет 3-0 после первого тайма. Белшина пока проигрывает Могилевскому Днепру в рамках 8-го тура Фонбет женской лиги. Отдохнем совсем немножко и скоро вернемся в эфир.
Ну что ж, друзья, возвращаемся мы с вами в город Бобруйск на стадион имени Александра Прокопенко. У нас только что стартовал второй тайм матча между футбольными командами Белшина Бобруйск и Днепр Могилев. Это 8-й тур Фонбет Женская лига, сезон 2026 года. 0-3 счет после первого тайма. Довольно уверенно могилевчанки смотрелись до перерыва и вполне закономерно добыли себе комфортное преимущество в 3 забитых мяча еще в стартовые 45 минут. К составам команд давайте перейдем. У нас в перерыве одна замена произошла в составе Могилевского Днепра. В центре обороны изменения. Алина Конева появилась на поле вместо Ксении Кубичной. Это уже вторая замена у могилевчанок, потому что еще в первом тайме Татьяна Нестюкович поменяла Яну Домин. Ну и после этой атаки Днепра давайте освежим в памяти составы команд уже с учетом всех изменений. Какая комбинация классная проходит. Выход 1 на 1 и спасает свою команду Александра Приходько. Там уже казалось наверняка Ксения Кулешова пробивала в противоход голкиперу, но здорово. Вратарь выскочила из ворот, сократила угол обстрела и спасла свою команду от 4-го пропущенного мяча. Угловой заработан. Долго готовится исполнение этого стандарта. Подача на дальнюю штангу. Мяч там заметался в штрафной площади. И Татьяна Логинова, самая расторопная, оказывается, разряжает обстановку и выбивает мяч за пределы штрафной площади. Туда, к дальней боковой линии. Там Татьяна Нестюкович. Мяч подхватывает. Пасует на Полину Гирчиц. Не дают мне, девушки, пока напомнить вам составы команд, потому что любопытная атака Могилева. Опять затяжная, как и в концовке первого тайма. Все это по итогу завершилось точным ударом. Посмотрим, как будет сейчас. Манюкова. Классный пас в разрез, но Валерия Ерецкая до мяча не добирается. Итак, составом команд. Днепр Могилев. Влада Головатенко в воротах играет номер 12. Валерия Ерецкая 4. Полина Гирчиц номер 8. Валерия Барбаренко 9. Капитан команды Дарья Манюкова под номером 13. Ксения Кулешова 20. Мария Киселева номер 22, Блейзинг Касарачи Окпе номер 24, Мэри Шола Адереми 30 номер 11 Алина Конева и номер 17 Татьяна Нестюкович. Главный тренер могилевской команды Михаил Соболев. Состав хозяек поля здесь пока без изменений. Все те же 11 футболистов, которые начинали этот матч, выходят на второй тайм. Александра Приходько в воротах номер 81, Софья Клюкина второй номер, Евгения Козловская 3, Татьяна Логинова номер 5, Валерия Кунцевич под номером 9, Елена Серова 11, Татьяна Кенда 14, Наталья Аникина номер 19, Алина Королева номер 25, капитан команды Валентина Нижегородова 27 номер и Вероника Самонова номер 79. Главный тренер бобруйчанок Дмитрий Мигас. Судейская бригада Игорь Абрамов, главный арбитр в поле. Он ни одной желтой карточки не показал в первом тайме, но игра была довольно дисциплинированная, не грубая, хотя несколько жестких столкновений все-таки мы видели, но это были такие игровые эпизоды. Игорю Абрамову помогают на линиях Даниил Хацкевич и Даниил Соболевский, четвертый судья Антон Марус, инспектор матча Михаил Сокарев. Меня по-прежнему зовут Вадим Ситов, и я по-прежнему помогаю вам следить за этой встречей. 4 минуты во втором тайме позади, картина матча не меняется, Днепр владеет инициативой, территориальным преимуществом. Бобруйчанки пытаются прессинговать, убегать в контрвыпады, но в первом тайме получилась действительно одна по-настоящему опасная атака, когда Королева пробивала в ближний угол, в створ не попала, ну а в остальном Белшина имела несколько перспективных подходов к воротам своих соперниц, но вот до целенаправленного удара, до реальной угрозы дело так и не довела. Вот сейчас хорошая передача направо, но там ставит спину Мария Киселева, по-моему, это была. Ну и плюс ко всему положение вне игры.
фиксируется, и Влада Головатенко будет сейчас возобновлять встречу от своих ворот. Головатенко. Пас направо. Нестюкович. Под прессингом Татьяна. Отыгрывается уже через голкипера. Головатенко вновь растягивают вот эту линию давления футболистки Днепра. Ой, как Адереми красиво развернулась. Отпасовала в центр. Ярецкая не сумела одним касанием мяч технично обработать. А здесь очень жестко Окпа действует против Татьяны Логиновой. И, возможно, первая желтая карточка будет в этом матче, или все-таки нет. Ограничился устным предупреждением Игорь Абрамов. Хотя так довольно серьезно по голеностопу Окпы ударила Татьяну Логинову. Но будем надеяться, что все в порядке с ней. Днепр, еще раз напоминаю, сегодня без лучшего бомбардира не только своего клуба, но и всего чемпионата выступает. Дарья Стешко на тренировке получила повреждения и принять участие в сегодняшней встрече не смогла. Но у нас так тур развивается, что ничего не угрожает там первой позиции Дарьи в списке лучших бомбардиров. Довольно серьезный у нее отрыв в 4 мяча от ближайших преследовательниц. Поэтому за это могут быть спокойны болельщики Могилева и сама Дарья. Ну а здесь очередной офсайд. На этот раз футболистки гостевой команды забрались в положение вне игры. Атака через правый фланг. Неплохо там прорываются бобруйчанки. Открывается в центре Королева. Но пас пошел почему-то назад. Хотя можно было попробовать навесить в штрафную площадь. Не получилось. Заброс на левый фланг. Здесь Окпе принимает передачу. Есть возможность разогнаться. На дриблинге здорово в центр. Нигерийка уходит. Отдает дальше пас направо. Нестюкович. И опять какой-то технический брак. Да, Татьяна Нестюкович, я говорил об этом еще в первом тайме. Как будто не в своей тарелке себя чувствует. Возможно, не готовилась она так рано вступить в игру, когда поняла, что начинает матч в запасе. Хотя вот третий гол пришел как раз после обострения в исполнении Татьяны Нестюкович. Она здорово с правого фланга прорвалась в штрафную площадь. Отпасовала на Окпе. И та уже в красивом стиле на замахе обыграла защитницу вратаря и направила мяч в пустой угол ворот. Первая замена у Белшины готовится. Наталья Качан вот-вот появится на поле. Совсем скоро узнаем, кого же она поменяет. Пока Бобруйск выходит из обороны через длинный пас. Ускоряется Королева, но опережает ее Алина Конева. Грамотно разворачивается, пасует на Барбаренку. Валерия набирает скорость. И тут Татьяна Логинова вновь далеко вперед выбивает. И теперь уже прямо в руки голкиперу. Адереми посмотрела направо, налево, оценила ситуацию, сыграла попроще через ближнего. Киселева, Гирчиц. Ну и вот сейчас замена состоится. Татьяна Логинова покидает пределы поля. Возможно, в том эпизоде и повреждения получила многоопытная футболистка Белшины. Ну, вроде бы как не прихрамывая, покидает пределы поля Татьяна и уступает место на газоне Наталье Качан. Напомню, у Белшины только 3 полевых футболистки в запасе. Помимо Натальи Качан, это еще Яна Дашковская и Ксения Похлёстова. Я думаю, что, в принципе, мы можем всех этих девушек увидеть по ходу второго тайма в игре. Ну и еще голкипер София Метельская, также в резерве.
Запасные Днепра: Алиса Мацкевич, Дарья Иванчик, Виктория Бурлюгова, Марина Пушкарь, Зарина Капустина, Анна Бысик и Полина Курильчик. Это те футболистки, которые остались в распоряжении Михаила Соболева для усиления игры. Ну или просто для предоставления игрового времени. Потому что счет довольно комфортный. Днепр по-прежнему контролирует ход поединка, но скорости упали заметно по сравнению с первым таймом. Возможно, и погодные условия сказываются. Очень жарко сегодня в Бобруйске. Тем более сейчас настоящий солнцепек начинается. Самая жара, что называется. Конева. Здорово. По центру сама пошла центральная защитница Днепра. Сохранила мяч под своим контролем. Пасует назад. Манюкова. Вот такой вот заброс. Там все читает футболистка Белшины. Это Валерия Кунцевич была. Киселева. Поперечный пас Адереми. Барбаренко слева открывается. Получает. Нет, не получает Валерия передачу, потому что обрезка и контратака у Белшины намечается интересная. Наталья Качан на свежих ногах набирает скорость. Ну как же ускоряется Валерия Барбаренко. Просто на дистанции без шансов тут для соперницы. Очень скоростная футболистка Могилевского Днепра Валерия Барбаренко сейчас исправила ошибку партнера по команде. У нас еще одна замена готовится, пока непонятно в составе кого именно, потому что с табличкой появился четвертый судья у самой бровки, и совсем скоро узнаем, кто же из новых футболисток появится на газоне. Это будет замена в составе Белшины. Яна Дашковская, 10-й номер, готовится вступить в игру, а здесь все-таки было положение вне игры и чистый выход 1 на 1. Завершается ничем. Ну, точнее, завершается он ударом в штангу. Однако, даже если бы мяч залетел в створ ворот, засчитан бы этот гол не был. Ну что ж, еще одна замена. Смотрим. Валентина Нижегородова, капитан команды, покидает пределы поля. Отдает капитанскую повязку. По-моему, Софьи Клюкина, если я правильно разглядел номер на футболке этой девушки. Но в игру вступает Яна Дашковская, номер 10. Продолжается встреча. Манюкова через голкипера играет. Поднимает руку слева Валерия Барбаренко, просит передачу. Но Конева играет через правый фланг. Высокий прессинг Белшины, неплохо. Есть перехват. Что дальше? Вот такой вот высоченный навес. Барбаренко воздух снимает, пасует на Окпе. Разгоняется Нигерийка. Дальше передача в центр. Кулешова. Здорово. Находит справа забегание Татьяна Нестюкович. И в итоге все это завершается угловым. Пока без голов во втором тайме. Цифры первых 45 минут на табло по-прежнему. 0-3 счет. Сегодня, друзья, напомню, еще один поединок состоится. В 17:00 Динамо БГУ ФК принимает футбольный клуб Витебск. И на этом 8-й тур завершится. Трусцой Валерия Барбаренко направляется к мячу. Время работает на ее команду. Будет, возможно, сейчас розыгрыш на коротке, потому что там и Окпе подходит к точке исполнения этого стандартного положения. Да, на коротке действуют две девушки из Могилева. Подача не самая удачная. Попадает мяч в соперницу. Еще раз надо будет повторить этот корнер. Попытка номер 2. Окпе все-таки проходит. Теперь стеночка. Барбаренко. Передача низом в штрафную. И без особых проблем Бобруйск отбивается. Мария Киселева здесь.
играет через голкипера, но бобручанки требуют штрафной удар. Там, по мнению Алины Королевой, Алина Конева ее придерживала и не позволила добраться до мяча. Однако иного мнения придерживается Игорь Абрамов. Окпе разворачивается. Прострел низом, но прямо в руки Александре Приходько. Мяч прилетает. История личных противостояний Могилевского Днепра и Белшины пока не такая богатая. Да, была ранее очень интересная команда в Бобруйске под названием Бобруйчанка, но к сегодняшней Белшине этот коллектив не имеет никакого отношения. Белшина в своем нынешнем виде образовалась только в начале прошлого сезона, и таким образом 3 матча между собой эти клубы провели. Все 3 победы в этих противостояниях одержали девушки из Могилева. Причем матчи заканчивались в сухую. В первом круге в прошлом сезоне со счетом 2-0 Днепр дома обыграл Белшину на выезде. Во втором круге со счетом 6-0. И в третьем, опять же, на домашней арене со счетом 7-0. Но вот таким образом от матча к матчу у нас увеличиваются количество забитых мячей, и забивает только Могилев. Двойная замена готовится у Днепра. Виктория Борлюгова и Марина Пушкарь вот-вот появятся на поле. Королева. Аут в пользу могилевчанок. Но так вот с досады очень громко сейчас выкрикнула Елена Серова не самые цензурные выражения, но понять можно. Девушка очень серьезно, она ускорилась, отдала немало сил на этот рывок, а по итогу мяч достался сопернице. Адереми. Киселева, Нестюкович. Смещается в центр, ищет позицию для удара. Мяч под левой, и удар все-таки состоялся, но совсем уж слабенький под створу ворот. Полетел мяч, но прямо в голкипера. Приходько. Высокую свечу зажигает над газоном. Здесь Манюкова мяч опускает вниз. Окпе. Барбаренко. Пошла в центр. Через капитана действует Дарья. Нет, это Алина Конева, простите. Гирчиц. Ну, слишком уж просто попыталась Полина здесь проскочить мимо 2 оппоненток. И в итоге контратака Белшины интересная может получиться. Успевают могилевчанки вернуться в оборону и перекрыть траекторию движения соперницы в штрафную площадь. Конева направо. Адереми. Кулешова просит передачу в центре, но перекрывает этот пас. 10-й номер, Яна Дашковская, только-только появившаяся на газоне. Гирчиц. Конева, Барбаренко. Барбаренко вновь пошла вперед. Одна из лучших, мне кажется, в составе Днепра сегодня Валерия. Колоссальный объем работы проводит, регулярно ускоряется по своему флангу, успевает и в обороне действовать надежно, и обострять ситуацию впереди. Штрафной заработан. Но если с игры не получается, может быть, стандарты придут на помощь Белшине. Вот уже на кромке поля появляется Виктория Бурлюгова, и вслед за ней Марина Пушкарь. Готова вступить в игру. Аникина. Высокая подача. Момент опасный. Удар по воротам. И мяч в руках голкипера Днепра. Влада Головатенко там показала, что не потеряла она концентрацию. Хотя совсем мало у нее сегодня работы. Выбрала здорово позицию и намертво
забрала мяч в руки после удара с довольно близкого расстояния. Ну вот, наверное, самый опасный момент Белшины в этом матче. На 65-й минуте встречи мы его увидели. И сейчас в этой паузе состоится двойная замена. Смотрим. Полина Гирчиц покидает пределы поля. Вместо нее Марина Пушкарь выходит. И также Валерия Ерецкая уступает место на газоне Виктории Барлюговой. Но это замена по позиции нападающая вместо нападающей. Ярецкая забила. Программу минимум для форварда выполнила. И может быть довольна собой в сегодняшнем поединке. Окпе под давлением против двух соперниц Нигирика действовала, сохранила мяч и пытается с помощью Барлюговой прорваться по левому флангу. Удается это сделать. Дальше режет угол Окпе, но в подкате шикарно просто действует Софья Клюкина и не позволяет выйти на позицию для прострела, хотя, возможно, там и попыталась бы ударить Окпе с острого угла. Довольно близкая дистанция была, но заработан угловой. А с середины второго тайма по-прежнему счет 0-3. И вновь очень долго вот это исполнение стандарта развивается. Подача на дальнюю штангу, мяч летит, удар поворотом, но там столпотворение перед голкипером Белшины. И что показывает арбитр? Еще один угловой. И вновь он будет, наверное, развиваться, ну, наверное, с минутку, мне кажется. Валерия Барбаренко опять, не торопясь, отправляется устанавливать мяч на самый угол поля. Хотя нет, на этот раз довольно быстро все происходит. Барбаренко уже готова к подаче. Как неприятно она закручивает мяч в створ ворот. Приходится там голкиперу реагировать на этот удар, но теперь уже будет свободный удар от ворот. И вот пауза, как и в первом тайме, для того, чтобы девушки сумели немножко передохнуть, попить водички. И я вижу, что очередная пятая замена готовится в составе Днепра. Анна Бысик, 55-й номер, вот-вот появится на газоне. И совсем скоро узнаем, вместо кого же она выйдет на поле. В онлайн-таблицу, если прямо сейчас мы заглянем, то у могилевчанок 16 очков становится. Они опережают Динамо БГУФК, но у Динамо еще матч в запасе. Вплотную практически Днепр приближается к Нафтану. У Нафтана третье место, 18 турнирных баллов. Ну и, что немаловажно, Днепр отрывается от СКА на 4 очка теперь уже. И от Витебска на 6, но у Витебска также матч в запасе. Вот как раз та самая игра против Динамо БГУФК. И Дарья Манюкова, капитан команды, покидает пределы поля. Пятая замена от Могилева. Алина Конева, Марина Пушкарь, Виктория Барлюгова, Анна Бысик. Это девушки, которые появились на газоне после перерыва. Ну а Татьяна Нестюкович вышла еще в стартовые 45 минут вместо Яны Домин. Кенда на коротке розыгрыш. И вот только сейчас длинный вынос. Здесь Барбаренко с мячом встречается. Бысик. Нет, это, простите, Марина Пушкарь. Через Коневу. Адереми. Киселева. Нестюкович. На правом фланге разворачивается атака Днепра. Барлюгова. Неплохо.
Дальше передача в центр напрашивается. Там Кулешова открывается, но мяч доходит до Валерии Барбаренко. Она подрабатывает себе под удар и с левой ноги заряжает. В створ ворот мяч прилетел, но вновь прямо по позиции Александры Приходько. Да, у нас сплошь разгромные победы в этом туре случаются. Но я уже говорил, и не раз по ходу трансляции, что такой тур, где в каждой паре есть явный фаворит и есть явный аутсайдер. Поэтому предсказуемые результаты, крупные победы команд, которые на сегодняшний день выше классом. Головатенко. Пас направо. И передача неточная. Но и ответной контратаки у Белшина не получится. Кулешова мяч подхватывает. Нестюкович. Открывается. Какая классная передача от Ксении Кулешовой. Нестюкович не менее эффектно действует. Падает в штрафной. И что, это не пенальти? По мнению арбитра. Но в динамике, знаете, так показалось, что зацепили Татьяну Нестюкович. Она успела точно сыграть в мяч. Пробросить его мимо защитницы Белшины на свободное пространство. А вот дальше был ли зацеп, сказать сложно, но доверимся арбитру. Все-таки Игорь Абрамов там буквально в метре от эпизода находился и наверняка видел все лучше нас. Самонова. Пас в центр. Дальше перевод игры направо. Качан справа открывается, получает передачу, но почему-то не стала ускоряться Наталья, хотя там вроде бы как успевала она догнать этот пас. Странное решение, честно говоря. Но, возможно, уже также физически начинают проседать футболистки Белшины, хотя Наталья Качан появилась на поле во втором тайме. Очередная обрезка. Здесь Алина Конева страхует партнеров по команде. Однако Самонова все-таки до мяча добирается. Ой, как красиво Вероника развернулась на флажке. Там буквально на пятачке от двух соперниц эффектно ушла. И пас по задумке-то был неплохой. Внешней стороной стопы в расчете на забегание Елены Серовой. Но переоценила все-таки скоростные возможности Елены Вероника Самонова. И мяч получила Влада Головатенко по итогу. Ответ Днепра. Кулешова. Пас налево. Барбаренко. Валерия. Мягенький перевод дальше на Кулешову. Попытались здесь на двоих дважды сыграть стеночку девушки. Не прошла эта комбинация. Королева. Пас в расчете на рывок. По-моему, все той же Серовой. Ну а здесь мяч от Окпе. Уходит за боковую. И очередной аут. Поменьше стало аутов во втором тайме, чем в первом. В стартовые 45 минут там просто какой-то космический показатель вот этих моментов, когда мяч покидал пределы поля через боковую линию. Сейчас вроде бы как стараются его сохранять в пределах игровой площадки все чаще и чаще. Футболистки Окпе. Пас вперед. Барлюгова до мяча не добирается. И в итоге перехват от Белшины. Ну и Днепр уже физически не так активно двигается, как это было в начале матча. Естественно, жара и на фаворита этого противостояния влияет. Поэтому у Белшины еще будет наверняка шанс попытаться соперницу на контратаке поймать и забить гол престижа. На больше, наверное, рассчитывать сегодня хозяйкам поля не приходится. Бысик через Киселеву. Дальше Нестюкович, Адереми. Все в одно касание. Очень красиво было исполнено. Нестюкович уже в штрафной площади. Подача вот такая вот неприятная. Мяч через рикошет. Там пролетает над головой голкипера. Остается в игре Барбаренко.
Барбаренко уже в штрафной площади Валерия. Смещается в лицевую, режет угол, простреливает. И на этот раз стандарт заработан. Угловой удар будет с левого фланга. У нас 15 минут ровно до окончания второго тайма. Плюс то, что компенсирует арбитр. К первым 45 минутам была добавлена одна. Вот как раз за счет паузы. Для того, чтобы попить водички. Ну, наверное, и ко второму тайму смысла много добавлять нет никакого. Вопрос о победителе уже, по всей видимости, снят. Минутка-две, я думаю, не больше. Ну и вновь, как любопытно выстраиваются на угловых футболистки Днепра. В 3 или в 4 человека на линии ворот становятся и пытаются всеми способами помешать голкиперу. И там, естественно, бобруйчанки также приходят на помощь вратарю. И таким образом загораживают также обзор Александре Приходько. Еще одна подача. Нестюкович выпрыгивает и пробивает, но не головой, а плечом, не глядя, так ударила по мячу Татьяна. Еще один удар. Теперь уже в ближний угол. Ну и классный, эффектный сейв от Александра Приходько. Великолепно действует голкипер Белшина в этой ситуации. Тащит мяч из ближнего угла. Ну что, начинает наседать. Днепр обложили штрафную площадь стандартными положениями могилевчанки. Вновь навес, на этот раз в центр вратарской. И опять надежно играет Александра Приходько. Кулаками здорово действует. Окпе. Окпе пошла на 3 соперниц. Мяч потеряла. Самонова. И теперь уже аут в пользу Бобруйска. Самонова разворачивается неплохо. Прессингует ее здесь Ксения Кулешова. И в итоге мяч опять покидает пределы поля. Вот только я сказал о том, что аутов стало поменьше, как за последнюю минуту, наверное, 6 или 7 мы уже увидели. Королева здорово вбросила мяч на 11 номера. Елена Серова здесь набирает скорость. Но слишком много оппоненток рядом. И без помощи партнеров по команде справиться в этой ситуации было непросто. Барбаренко. Дальний заброс вперед. Барлюгова. Бурлюгова, ну, буквально повисли там на ней Татьяна Кенда. И еще кто-то не успел, я, к сожалению, разглядеть. Атака через правый фланг могилевчанок. Самонова, Дереми. Пушкарь. Что придумывает Марина? Оценивает ситуацию, ищет варианты продолжения атаки, но находит только Валерию Барбаренко. В районе центрального круга. Та пасует на Адереме. Адереме перевод игры на правый фланг. Конева. Бысик. Переходит с мячом на чужую половину поля Анна. Барлюгова. Увидела забегание от Татьяны Нестюкович. И удар в ближний угол. И мяч в сетку залетает от штанги. Татьяна Нестюкович забивает. Ну вот говорил я о том, что как-то уж не очень уверенно она вступила в эту игру. Но во втором тайме действительно от нее много угрозы исходило. И все по итогу завершается забитым мячом. Поздравляем болельщиков Днепра с этим 4-м голом. Счет у нас 4-0 становится. И Татьяна Нестюкович, наверное, уже окончательно все сомнения развеивает по поводу победителя в сегодняшней встрече, если они еще у кого-то имелись. 4-0. 79-я минута завершается. И матч так плавненько переходит в режим доигрывания. Но есть еще время у Белшина, чтобы гол престижа оформить. С другой стороны, Днепр в последние минут 5 включился действительно, как будто только-только встреча стартовала. Взвинтил скорость, и сразу же это принесло успех гостевой команде. Ну и еще одна замена.
Ксения Похлёстова, последняя полевая футболистка, которая есть в заявке Белшины на этот матч. 17 номер, вот-вот она появится на поле. Ксения это форвард. Может быть, поменяет кого-то из атакующей линии, а возможно и ва-банк пойдет сейчас Дмитрий Мигас и попытается в 3 форварда сыграть. Посмотрим. Совсем скоро получим ответы на эти вопросы. Передача по флангу. Королева там ускоряется. Барбаренко против нее. Королева падает. Ну, слишком уж наигранно это выглядело. И арбитр не дает свисток, не фиксирует нарушение правил. А вместо 9 номера, вместо Валерии Кунцевич появляется на поле Ксения Похлёстова. Но Татьяна Кенда использует эту паузу для того, чтобы попить водички. Ну и, скорее всего, да, это усиление атакующей линии от Дмитрия Мигаса. Похлёстова направилась. Ну, мы видим на позицию все-таки в центр поля, поэтому это как раз опять замена по позиции. Окпа здесь цепляют. Штрафной удар. 82-я минута матча стартовала. Можно, друзья, наверное, итоги уже поединка потихонечку подводить. Днепр забирает 3 очка довольно уверенно. В областном дерби переигрывает Белшину. Главная интрига. 2 их осталось в нашем матче. Какой будет итоговый счет и сумеет ли Белшина 1 мяч забить. Пока был действительно один реальный шанс отличиться в середине, даже в начале второго тайма, когда удар с близкого расстояния наносила футболистка Белшины, но прямо в голкипера попала. Влада Головатенко там классную позицию выбрала. Ну и вспоминается, конечно, еще момент в первом тайме, когда Королева прорывалась слева, пробила далековато от створа, и на этом, по сути, все. Днепр через правый фланг атакует, там не успевает Барлюгова к этой передаче. Будет удар от ворот. Качан. Передача по флангу. Ну и здесь из последних сил уже футболистка Белшины. Это Вероника Самонова ускорилась. Видно было даже по движению, как тяжело она перемещается. Но догнать этот мяч в любом случае не сумела. 79-й номер Белшины. Барбаренко пас вперед. Барлюгова теряет мяч. Вот он, шанс для Бобруйска может появиться. Однако затянулась передача. Тут уже футболистка Белшины. Это была вот как раз Ксения Похлёстова, которая только-только появилась на газоне. Бысик, пас направо. А чем этот свисток связан? Ой-ой-ой, у нас там, по-моему, какое-то повреждение Татьяна Кенда получает. А замен-то у Белшины не осталось. Только вратарь София Метельская в резерве. Есть вероятность, что бобручанки будут в меньшинстве заканчивать этот тайм, если Татьяна Кенда не сумеет продолжить встречу. С другой стороны, и София Метельская может выйти как полевой игрок. В нашем женском чемпионате мы и не такое наблюдали. Вот, например, в позапрошлом туре Днепр принимал Дю США по ЛСГУ. Я работал на том матче, и пинчанки приехали без вратаря в обойме на ту встречу. И в итоге полузащитнице пришлось занять место в воротах. Получили футболистки Дю США по ЛСГУ 11-0 и уехали с таким разгромным поражением домой. Но здесь пока есть вероятность того, что сумеет все-таки встречу продолжить Татьяна Кенда. Вроде бы разбегалась она. Сейчас попьет водички и, скорее всего, вернется на футбольный газон.
Ну а пока могилевчанки в большинстве действуют. Клюкина. Да, возвращается Кенда в игру. Все в порядке с ней. Еще одна остановка. Вновь там кто-то из бобручанок на поле. Здесь доктору Белшины не надо далеко уходить. Она вновь быстренько возвращается на игровую площадку. Ну и очень много пауз у нас стало в концовке этого матча. Теперь уже есть вероятность того, что Игорь Абрамов добавит, может быть, даже минуток 5 к этому противостоянию. Штрафной в пользу Белшины. Почти все полевые игроки туда потянулись в штрафную площадь Днепра. Звучит свисток. Подача не самая удачная. Татьяна Кенда на опережении сыграла, но мяч не сумела как следует обработать. Нестюкович его перехватывает. Пушкарь. И контрпрессинг уже Белшины. Ничем он не завершается. Будет удар от ворот. Конева. Кулешова красиво уходит от Похлёстова. И дальше передача на обострение. Слишком сильным получается пас в расчете на рывок Борлюговой. И уже бобручанки выходит из обороны. Похлёстова. Перевод направо. Нет, не догоняет мяч Наталья Качан. Аут для Днепра. Барбаренко быстренько встречу возобновляет. Окпа получает по ногам, но это было в пределах правил. Судейский свисток молчит. И еще раз аут. Борлюгова пяткой. Ой, как красиво сыграла. Окпа получает передачу. Есть возможность разогнаться, но Нигерийка идет в центр и пасует. Вот такой вот идеальный пас придумала Окпа. Неужели там был офсайд? По-моему, Марина Пушкарь выскакивала из-за спины защитницы Бобруйска. Но если и было положение вне игры, то действительно на тоненького. К сожалению, нет у нас повторов на женской лиге в большинстве матчей, поэтому определить там линию офсайда мы не сумеем. Ну, доверимся опять же арбитру. Киселева, Пушкарь, Нестюкович. Ну и уже и Татьяна Нестюкович видно было, что подустала, накушалась за время, проведенное на газоне, и из последних сил рвалась к этой передаче, но догнать ее не сумела. Качан. Похлёстова открывает. Нет, это Самонова, простите, открывалась в центре, получила передачу, однако прорваться дальше не удалось. Ну а тут уже Влада Головатенко должна играть по этому мячу. Так и происходит. Адереме между линиями получает передачу. Дальше играет на правый фланг. Ну и тайм-аут будет в пользу Днепра. Мария Киселева из-за боковой сейчас будет возобновлять встречу. Ну и как-то совсем мало моментов у нас. Не только во втором тайме, но и по ходу всего поединка. Днепр, наверное, большую часть из того, что сумел создать, реализовал. Ну а Белшина совсем немного придумала у чужих ворот в этом матче. Последняя минута основного времени стартовала. Совсем скоро узнаем, сколько же добавит Игорь Абрамов. Антон Марус уже готовится с табличкой у самой кромки поля, чтобы показать это заветное число.
Конева. Перехват неплохо. Серова. Ну вот он шанс для Белшина может появиться на последних минутах поединка. Вот такая подача. Мяч падает на сетку ворот, но только с внешней стороны. 2 минуты, добавляет Игорь Абрамов. На мой взгляд, справедливо. Нет смысла дальше мучить девушек. Слишком жарко сегодня. С победителем все ясно. Но лишь формально 2 минутки надо накинуть. Одну за вот эту паузу на водопой, а другую за длительное оказание медицинской помощи футболисткам Бобруйска. Ну и у нас Белшина заканчивает второй тайм в нападении. Есть еще время, чтобы все-таки один гол попытаться отквитать. Ой, какая передача неудобная для голкипера. Головатенко поднимает мяч высоко в воздух. Пытаются там бобручанки зацепиться за футбольный снаряд. И что показывает арбитр? Нет, не будет углового, будет удар от ворот. Ну что ж, друзья, в таблицу давайте теперь смотреть. Уже окончательно можно говорить о том, что Днепр набирает 16 очков. Поднимается на промежуточную 4-ю строчку. Но все может измениться после завершения 8-го тура, если Динамо БГУ-ФК переиграет футбольный клуб Витебск. Еще раз напоминаю, друзья, наверное, самая интересная встреча этого тура в 17:00. Действующий чемпион, пока еще действующий чемпион Динамо БГУ-ФК принимает гостей из севера нашей республики Беларусь, футбольный клуб Витебск. И этим поединком встреча завершится. Ну а Белшина в любом случае остается на 10-м месте. 2 успешных матча, 2 победы и теперь уже получается 6 поражений. В этом сезоне мы увидели в исполнении футболисток Дмитрия Мигаса. Там еще одна пауза. Да что ты будешь делать? Очередная травма. Теперь уже футболистка Днепра оказывается на газоне. Будем надеяться, что все в порядке с ней. Это Окпе. Ей надо дорожить. Один из ключевых игроков Могилева в этом чемпионате. Прихрамывая, нигерийка покидает пределы поля. А Алина Конева сейчас исполнит штрафной удар. Конева заброс вперед, направо. И контратака у Бобруйска получится или нет? Все-таки не удается прорваться по дальней бровке. Вновь Алина Конева. В одно касание на голкипера. Неудобный пас. И здесь едва не ошиблись могилевчанки. Однако страхует партнеров по команде Влада Головатенко. И на этом, друзья, звучит финальный свисток. Ну что ж, фиксируем итоговые цифры на табло. Матч 8-го тура ФНБ женской лиги завершается победой Днепра со счетом 4-0 в гостях над Бобруйской Белшиной. Таким образом, в дерби Могилевской области футболистки Михаила Соболева оказываются сильнее. Уже если мы берем матчи в расчет предыдущего чемпионата, 4 игры к ряду Днепр переигрывает Белшину. Друзья, всем спасибо, кто был на нашей трансляции. Я буду потихонечку с вами прощаться. Для вас работал Вадим Ситов. Берегите себя, услышимся на футболе. Всем пока.